Несмотря на усталость, после длительного перелета в зал таможенного контроля авиагавани они входят счастливыми и преисполненными духовно. Вместе с миллионами верующих хаджи выполнили все обязательные обряды, молились и просили прощения у Всевышнего, делали дуа за больных, родственников и всех мусульман в целом. Организации довольны, как встретили, довольны. Благодарим ингушей, руководство аэропорта, руководство республики. Мы надеемся, что Аллах Субхану ва Тааля примет наше поклонение, наш хадж, поднимет его и увеличит наш иман. В этой группе 175 человек, многие из них из Республики Дагестан. Организации поездки хаджи довольны условиями проживания, пребывания в священных местах и работой руководителей групп. А уже спустя 2 часа приземлилась следующая группа ингушских паломников. Более 100 человек. Все они совершили один из 5 обязательных столбов ислама. Теперь, пройдя таможню, хаджи наконец воссоединятся со своими близкими. 2 недели их близкие ждали этой встречи, чтобы поздравить хаджи с исполнением священного долга. Поэтому и радуются наши паломники искренне, игнорируя усталость и непогоду. Но хаджи не жалуются, рады снова оказаться дома. Многие в этом году совершили важный обряд впервые и прикоснулись к святым местам. условия адикер дайер ирини серини воспитание яргасинцу дикер адик хажер мссду хам хус андер дайдут хам дикдер мяждик дада хача хусчат дурт вара халуртун деш яли ламз дечхан хузда от дурт усар дача халуртун. Всего в этом году совершить хадж из Ингушетии отправились более 1400 паломников. Присвоение нашей авиагавани статуса международной значительно упростило процесс организации прямых перелетов. Почти месяц их не было дома, но это время для них стало самым счастливым. Малика Измайлова, Алисхан Гаравожев, Магаз 24.